Когда было вторжение, мартовское наступление, в тот период они вошли в Гумиста. Если они находили какого-либо грузина, то убивали их всех. Всех грузин, которых они нашли, всех убили. Молодого парня, который жил по соседству с нами, они превратили в куски, порезали по кускам. Ему отрезали ногу, отрезали руку, они ему все отрезали. Геннадий Таддуа был моим учителем. Абхазы ворвались в его семью и убили 2 его детей. Абхазы убили и самого Геннадия, а также его зятя. Затем абхазы пытали супружескую пару. Чего они только не сделали сперва с женой. То есть, в присутствии мужа, на глазах у мужа, они сделали с его женой все, что плохо. Потом они убили их обоих, и эту женщину, и ее мужа. В период этой войны умер ребенок, одноклассник моего племянника, но мать не смогла его похоронить. Причиной этого стало то, что абхазы напрямую вторглись, ворвались на 3 икарусах со стороны Кемпика, и люди уже были вынуждены бежать оттуда. И вот поэтому мать не смогла похоронить своего ребенка и оставила там непохороненного покойника. Она ушла оттуда, забрав с собой 2-го ребенка, дабы этот 2-й тоже не умер. 15-16 მარტის შემოსევა რო იყო, აი იმ პერიოდში შემოვიდნენ გუმისტაში, თუ ვინმე ნახეს ქართველები, ყველა დახოცეს. ჩვენს გვერდით ცხოვრები, ახალი ახალგაზრდა ბიჭი, ეს ნაკუწებად აქციეს, ხელი, ფეხი, ყველაფერი მოაჭრეს. ჩვენი მასწავლებელი იყო თოდუა გენადი, მაგას ოჯახში შეიჭრნენ აფხაზები, დაუხოცეს შვილი 1, შვილი 2, სიძე და თვითონ ის კაციც მოკლეს. მერე აწამეს ერთი კაცი კიდევ, ესე იგი რა არ გაუკეთა ჯერ ცოლს, თვალწინ ამ ცოლქმრის, ესე იგი ცოლს რა არ გაუკეთეს, ყველაფერი გაუკეთეს, რაც ცუდია და მერე ეს ქალიც მოკლეს და კაციც მოკლეს. ბავშვი მოკვდა ამ ომის პერიოდში, ჩემი დიშვილის კლასელი იყო. ხო და ესვენა უკვე ბოლოს შეტაკება რო იყო, პირდაპირ შემოიჭრნენ ესენი 3 ეკარუსით კემპიკის მხრიდან. ხო და უკვე იძულებული შეიქნა ხალხი, რომ გამოქცეულიყო და აი დედამ ვერ დამარხა თავისი შვილი ესე, დატოვა და წამოვიდა მეორე შვილის სიმით რა, რომ ესეც მომიკვდა. Они расстреляли моего брата. Когда я уже вышла оттуда, мой брат не знал об этом и пришел ко мне в мой дом, чтобы вывести меня. Моя русская соседка, увидев моего брата, вызвала их. Она сообщила им, что вот здесь находится грузин, и заберите его. Моего брата забрали, и, как говорят люди, его расстреляли там, где есть парк Надежды Курченко. Об этом мне рассказал мой сосед. Он рассказал, что там было очень много расстрелянных людей. Наши соседи приходили туда ночью и хоронили убитых, чтобы их тело не съели собаки и свиньи. В последние дни мы прятались в церкви, но они бомбили нашу церковь. Как раз в тот момент, когда я и один монах стояли на лестнице церкви, они разбомбили нашу церковь. Российские самолеты бомбили нас и в Сухуми. Они летали из Сочи и из Гудауты, долетали до берега моря, выходили над морем, а там разворачивались, делали круг над морем. Затем эти самолеты шли и наносили нам удары. После этого они улетали в сторону Гудауты.
გამოიძახა ხო და წაიყვანეს და აი ხალხის ლაპარაკით რომ პურჩენკოვია იქ დახრიტეს. ხო, მე ძალიან ბევრი იყო იქ დახრეტილი და ღამე მივდიოდი თუ მეზობელი ვინც მომიყვა ეს ამბავი, მარხავდით რომ მე რო ძაღლებმა და იმა ხორებმა შეეჭამათო. ეკლესიაში ვიმალებოდით ბოლო დღეები ჩვენ. ბომბავდნენ ეკლესიას. ეკლესიაში კაკრას მე და ერთი ბერი ვიდექით კიბეებზე, როდესაც დაბომბეს ჩვენი ეკლესია. სოხუმში ბომბავდნენ რუსის თვითმფრინავები, სოჩიდან, გუდაუთიდან მოფრინდებოდნენ ზღვის პირას. ზღვაზე ქალაქს გადაუვლიდნენ, გავიდოდნენ ზღვაზე, შემოუვლიდნენ კრუგს დაარტყამდნენ და წამოვიდოდნენ და დაგვარტყამდნენ და გუდაუთის მხარესკენ გაფრინდებოდნენ. Мой родной дядя, Караман Цаава, жил в Киласуре. Он не оставил свою собственную мать, которая была 90-летней женщиной. Мой дядя, конечно, отдал им свою автомашину, но они приказали вывести и машину его соседа. Мой дядя ответил им, что он не мог угнать, вывести машину соседа. Они настаивали на том, чтобы мой дядя привез им машину соседа тоже. «Я не могу вывести чужую автомашину», — сказал им мой дядя. Вот из-за этого его отказа они выстрелили в моего дядю в нескольких местах. Затем они, поверх его тела, положили покрышку. Они вывели мою бабушку из дома и показали ей, как сжигали ее сына. Вот здесь присутствует мой отец, который был очевидцем этого. Они убили и моего двоюродного брата Бориса Белкания, который был единственным сыном моего дяди. Тогда Борису было 32 года. Они расстреляли его на месте. Мой отец потащил тело Бориса ночью и положил его в канал возле мандариновых деревьев. Цаава ყარამანი კვიდრი ბიძა კელასურში ცხოვრობდა, რომელმაც თავისი საკუთარი დედა არ დატოვა, 90 წლის ხალი იყო. მეზობლის მანქანა გამოუყვანია, თვითონ თავისი მანქანა რა თქმა უნდა ჩააბარა. ბიძაშემ უთქვია მეზობლის მანქანას მე ვერ გამოვიყვანო უთქვი. გამოიყვანეო მანქანაო, მე სხვის მანქანას ვერ გამოვიყვან და შენ თუ გინდა გამოიყვანო და უსწრია და რამოდენიმე ადგილას იქვე და პაკრიშკა დაუდვიათ ზევით, ბებიაჩემი გამოუყვანიათ, უჩვენებიათ როგორ წონდა და აგერა მამაჩემი იმისი მომსწრე. ბიძაშვილი კიდევ ერთადერთი ბიჭი, ბიძაჩემის ბელქანია ბორისი, 32 წლის ბიჭი ადგილზე დახვდეს და მამაჩემს წამოუთრებია ღამე. აი ესეთი მანდარინის პლოშადის იყო არხები და იმ არხში ჩავდებითო მამაჩემ და კოსტუმი მოვაფა. Когда они пришли к этой семье, они в такой форме, фашистским методом, топором убили обоих. Они отрезали им головы. Был такой добродетельный человек, душа Берия. Эту женщину расстреляли прямо на глазах у оставшегося там сельского населения. В тот же день на глазах у этого населения была расстреляна Тати Габелия. Ее вывели из дома и расстреляли перед домом, а Гугуша Квашилава был больным человеком, и его расстреляли в своей же постели. Был расстрелян и пожилой педагог Володя Берулава. К нему ворвались в дом ночью и расстреляли его, а затем подожгли его дом. Они ворвались и в дом Гамлета Джамидава. Гамлет не смог оставить свое село и Абхазию по той причине, что у него была больная мать, лежавшая в постели. Эта женщина была в возрасте, ей было, наверное, до 90 лет, и она лежала в постели. Они подожгли двухэтажный дом семьи Джамидава и заживо сожгли мать Гамлета Джамидава. Затем они расстреляли и Гамлета. Они также заживо сожгли Надара Берия и его жену Александру Кучева. У Надара был деревянный дом. Они забили гвоздями дверь его дома, а затем подожгли дом. И муж, и жена оба сгорели полностью.
ოჯახიდან მივიდნენ და აი რა ქვია ამ ფორმით აი ფაშისტური მეთოდით ნაჯახით მოკლეს ორივე. თავები წააჭრეს. ასევე იყო სათნო ადამიანი დუშა ბერია. აი ეს ხალი პირდაპირ ეს რა ქვია სოფლის იქ დარჩენილი მოსახლეობის თვალწინ დახვრიტეს. იმავე დღეს დახვრიტეს ამ მოსახლეობის თვალწინ ტატი გაბელია სახლის წინ დახვრიტეს, გამოიყვანეს და სახლის წინ. გუგუშა კვაშილავა დახვრიტეს ლოგინში ამამყოფი. ასევე პედაგოგიკაცი ხანში შესული ვალოდია ბერულავა სახში ღამე მიუვარდნენ და დახვრიტეს და მერე ცეცხლი მოუკიდეს მის სახლს. მიუვარდნენ სახში ჰამლეტ ჯომიდავას, მან ვერ მიატოვა სოფელი და აფხაზეთი ვერ მიატოვა, იმიტომ რომ ისა რა ქვია ლოგინა მწოლი არის დედა ყავდა სამზარეულოში, სადაც რა ქვია სითბო მეტი იყო და ისა რა ქვია ღომელიც ჰქონდათ. იქ იწვა ეს ალბათ 90 წლამდე ქალბატონი და მოუკიდეს ცეცხლი და ცოცხლად დაწვეს ეს ჰამლეტ ჯომიდავას დედა. მერე ჰამლეტი დახვრიტეს ჰამლეტი და იმ ორსართულიან სახლს წაუკიდეს ცეცხლი და როცა მერე იქ ტყეში ვინც იმალებოდა უმრავლესობა ხალები როცა მოვიდნენ ეს მთლიანად დამწვარი იყო ეს ჰამლეტის დედა და ჰამლეტი ნახევრად დამწვარი. ასევე ცოცხლად დაწვეს სახლში ნოდარ ბერია და მისი ცოლი ალექსანდრა საშა კუჭავა. ხის სახლი ჰქონდა, დაუჭედეს კარი და ცეცხლი მოუკიდეს და მთლიანად დაიწვა ორივე ცოლ-ქმარი. В Качара произошла очень большая этническая чистка и геноцид. На село Качара было совершено внезапное наступление. Те люди, которые успели уйти, они спаслись, а те, которые не успели, они все были расстреляны на месте. Антимос Маргиани остался там, в своем доме. Его поймали, привязали к дереву и там расстреляли. Моего соседа, Гугуния Дарцмелия, сначала избили, а затем расстреляли. Они также поймали Нукзара Маргиани. Бедный Нукзар, он и так был больным человеком. Его потащили на 3 километра, а потом прямо расстреляли и бросили там же, на улице. Мы вышли из села вечером. Мы выходили из села, а там горели наши двухэтажные дома. Они в Качара подожгли все дома. ვინც არა და ყველა ადგილზე იყო დახვედილი. ანტიმოს მარგიანი იქ დარჩა, იქ რაღაც თავის სახლის პატრონობდა ვითომს და ისე დაუჭერია, ხეს მიაბეს და იქ მიახვრიტეს. ჩემი მეზობელი, ჩემი გუგუნია დარწმელია. დაახვრიტეს, ჯერეთ სემეს ისა და მერე მიახვრიტეს. ნუგზარ მარგიანი ეს ჯერე დაუჭერია საწყალი ძალიან მშრალ ავადმყოფი იყო ისედაც. და ათრია 3 კილომეტრი და მე იქ 3 კილომეტრში პირდაპირ დაუხრეტიათ იქ და ქუჩაში დაუვდიათ იქვე. ჩვენ რო გამოვედით იმ საღამოს, ეს იყო 29 ნოემბერი, ჩვენ რო გამოვედით ისე წაუკიდეს სახლებს სოყოლას და მთელი სახლები იწოდა ორსართულიანი სახლები თავისი საკარმი დამოეთებით და თავისი ყველაფრით. Славик Начкебия, супруг моей заловки, остался там, в Сухуме. Сестра тоже осталась, и они вместе прятались внизу, в подвале. Бедный Славик, он решил выйти ненадолго, чтобы присмотреть за домом. Когда он пошел домой, его схватила объединенная банда. Они не пощадили Славика и убили его. Затем из ящиков, в которых были яблоки, собрали что-то в подобие гроба и похоронили Славика под мандариновыми деревьями. У нашего соседа была абхазская мама. Он остался, чтобы спасти свой дом. «Никто меня рукой не тронет», — говорил он нам. Но они забрали его и отвели на заднюю сторону армянской школы. Они так пытали, так мучили его, что его пронзительные крики были слышны по всей окружающей местности. Затем его долгое время искали родители. Его нашли в задней стороне школы.
Тело было сгнившим и воняло. ჩემი მულის მეუღლე სლავიკი ნაჭყებია ჩარჩენილი იყო იქ სოხუმში დაც იყო ჩარჩენილი და ისინი ქვემოთ სარდაფში იმალებოდნენ და ამას უთქვია გაჭირვებულს რო წავალო სახლს მივხედაო რო წასულა სახლში დახვედრია ეს შეკრული ბანდა არ დაინდვეს მოკლეს და მერე ყუთი აი ვაშლის ყუთებიდან დაჭედეს რაღაცა და მანდარინების ქვეშ დაუკრძალიათ. მეზობელი კიდე მაგას დედა ყავდა აფხაზი. დარჩა რომ სახლი გადაერჩინა მე ხელს არავინ არ მახლევსო. წაიყვანეს სომხური სკოლა იყო ჩვენთან იქ ახლოს იმის უკან ისე აწამეს ისე მაგისი ყვირილი წივილი მთელ იმას ესმოდათ. მე ეძებდნენ მშობლები აქეთ იყვნენ გადმოსულები ეძებდნენ რამდენი ხანი და დამპალი აყროლებული ნახეს სკოლის უკან. Они убили моего брата. Было 1 апреля. Все работали на земле, и мой брат тоже. Решил заняться сельскохозяйственной работой. И вот в это время убили человека. Там творилось такое, что даже похоронить покойника было невозможно. Мои двоюродные братья застряли, остались там. Те люди, которые убежали, они убежали, а тех, кто остался, выводили и заставляли копать могилу. Пока наши люди были им нужны, их заставляли копать могилы, а затем на том же месте убивали. Там произошел вот такой случай, вот как они убили мужа моей двоюродной сестры. Он прятался, но когда у соседа ворвались и начали там разгром людей, он вышел из укрытия, пришел в дом соседа и сказал нападавшим: «Что происходит здесь? Зачем вы делаете это?» Из-за этого мужу моей двоюродной сестры перерезали горло. Они отрезали ему голову и эту голову, бросили в одну сторону, а тело выбросили в другую сторону. Затем случилось так, что мать не смогла похоронить своего сына. Поэтому она покрыла тело своего сына листьями мандариновых деревьев. და ათხოვებდნენ სამარეს. მყარ ხალხს ათხოვებდნენ, სანამ ჭირდებოდა. მე თვითონ დააკრეს კი ვიზაშვილის ქმარი. მოკლა თვითონ ასეთი შემთხვევა იყო, კიდევ იმასაც გეტყვი, რომ მეზობელთან შემოცვიდნენ და ააწიაკეს ხალხი, ამე გამალულყოფილა საზღვარგარეთ შემოვიდა. რატო შევიდა ამასო, რა შეაო საკონამბავი და იმასაც ყელი გამოჭრეს, თავი აქეთ გადააგდეს, ტანი იქით და მე ვერ დამარხა იმ კამადა მანდარინების ფურცლებით ის იყო ნახშირი ეზოში ეყარა ხალხს და ის დაყარა დედამ შვილი ვერ დამარხა. Там все боялись передвигаться, выходить на улицу. Отец моего ученика был расстрелян возле здания больницы. Труп валялся посреди улицы и не разрешали его забрать. Пока не разложился труп, до этого они не дали разрешения на его захоронение. ეგდო შუა ქუჩაში და არაძლევდნენ ნებას რომ აიღოთ ეს გვამი სანამ არ გაიხსნა თურმე ეს გვამი უკვე წყლად მიდიოდა მანამ არ მიცეს ნება რომ დაემახა. Был такой абхаз из Гагры, которого звали Вадим. Этот абхаз Вадим убивал нас, грузин. Они приходили трижды. Вот зашел танк и нацелился прямо на нас. У моей дочери была абхазская заловка, и она спасла нас, чтобы не взорвали наш дом. Моя мать получила паралич из-за моего племянника, у которого не было головы, и мы так похоронили покойника без головы. Сестре нашей невестки отрубили голову в Агудзере. Вот что они сделали. Ее вывезли абхазы, а она кричала своей второй сестре: «Помоги, Нателла, помоги, помоги, они убивают меня». Абхазы привязали ее к столбу, как свиньи режут шею, горло, вот так и вырезали, перерезали ей горло. Из-за этого та девушка сошла с ума.
Там была одна женщина, сванка. К шее той женщины они вот так привязали цепи и за эту цепь потащили ее на буксире. იყო გაგრელი იყო ვადიმი ერქვა აფხაზი, რომელიც ჩვენ ხოცავდნენ. სამჯერ მოვიდნენ, ტანკი შემოვიდა, დაგვიმიზნა პირდაპირ. და ჩემი გოგოს მული იყო, აფხაზი იყო. გადაგვარჩინა ჩვენ არ აიფეთქებიათ ჩვენი სახლი. დედაჩემმა პარალელში მიიღო. ჩემი ძმისშვილის გამო, რომელსაც თავი არ ქონდა და ისე გამოვასვენეთ იქიდან ჩვენ. ბრძალის და თავი მოკვეთეს აგუძერაში, რაკნეს რომელიც გაიყვანეს აფხაზებმა, მეორე დასაძახოდა მიშველე ნათელა, მიშველე მკლავენო, მიაკრეს იმაში ბოძზე, და აი ხორს როგორ ჭრიან კისერს, აი ისე გამოჭრეს კისერ და შეერყა ის გოგო. სვანის ქალი იყო ვიღაცა. იმ ქალს კისერზე მოაბეს ასე ცეპი და იმით ბუქსერი წაათრიეს ის ქალი. ჩვენი ბიჭები, აი სამანყოფო ხო იყო, იქ ეყარა ბიჭები, მკვდრები, ცოცხლები, ვისხელი არ ქონდა, ვისის არ ქონდა. С первого же дня после падения Сухуми ни с какой стороны не было пути для нашего спасения. Наша надежда всячески угасла. Мы хотели выйти через Цебельду и направились в ту сторону, но по дороге нам сказали, что абхазы уже вошли туда, поэтому несколько дней мы оставались у армян. Затем абхазы пришли и туда, где мы находились, и расстреляли нескольких моих соседей. В это время мы находились в доме армянина и спрятались среди мандариновых деревьев, а оттуда до нас доносились звуки выстрела пули. Позднее мы увидели на поле, что они были расстреляны. Уже ни с какой стороны у нас не было дороги, и той ночью мы вернулись обратно домой. 3 дня мы ночевали уже в нашем доме. У меня была больная мать, и она лежала дома, в постели. Днем, в дневное время, мы прятались в лесу, но периодически я приходила домой к маме, давала ей воды попить и немного поесть. Однажды, когда я была в лесу, пришли они после полудня. Они подожгли наш дом, и там моя мать сгорела заживо. Вот так тот дом вместе с моей матерью превратился в пепел. Потом мы не могли уже и там поблизости оставаться, так как они приходили каждый день. Мы ушли вглубь леса, на более дальнее расстояние, и в течение 15 суток находились там жаждущие и голодные. В то время нас было в лесу примерно 5 или 6 семей. Затем у нас появился такой выход из ситуации. Наш сосед Кварацхелия был женат на абхазской девушке, которая была родом из Ткварчели. Брат этой девушки привел к нам своих знакомых парней, которые потребовали от нас золота. За цену золота они посадили нас в автобус и вывезли оттуда. По дороге нас никто не остановил, и они благополучно довезли нас до Ингурского моста. მე იმ გამეს წამოვედით ისევ სახში აქედან რანაირ გზა ჰქონდა არსაიდან. ხო და 3 დღე გავათენე სახში, დედაჩემი ავანტყოფი მეწვა სახში. დღე იქით ვიმალებოდი ტყეში სახლის უკან, ვაკითხავდი, წყალს დავალინებდი ცოტა საჭმელს და ტყეში რო ვიყავ ისე ამ დროს მოვიდნენ ნაშუა დღეს და მოუკვიდეს ცერცხლი. იწოდა დედაჩემი ცოცხლა. ასე ჩაიფერხლა დედაჩემიანად ის სახლი. მე იქიდან იქ არ გაგვეჩერებოდა, ახლოს უკვე ყოველდღე შემოდიოდნენ, წავედი ცოტა უფრო შორს ტყეში და 15 დღე და ღამე იქ გავატარეთ მშიერი მწყურვალი. ვიყავით ერთი 5-6 ოჯახი და მე გამოჩნდა გამოსავალი, მოვიდნენ კვარჩელი იქ მეზობლად აფხაზი გოგო ყავდა ცოლად კვარაცხელიას, კვარჩელიდან იყო ის გოგო და იმის ძმა მოიყვანა ნაცნობი ბიჭები და ოქრო მოგთხოვეს და დაგვაჯინეს ავტობუსში და გამოგვიყვანეს მშვიდობიან მართლა არავის არ გაუჩერებივართ გზაში ისე მშვიდობიან მოგვიყვანეს ვინგეამ. Я участник Великой Отечественной войны. Немцы не поступали с нами так, как эти поступили. Они зашли к нам с огнем и мечом, они пришли со стрельбой. Они сожгли дотла всю Бабушару. Они подожгли наши дома.
Нас, которые остались в живых, они заставляли работать как крепостных. Они ездили на большой машине КАМАЗ и возили нас, как рабочих, по семьям, которых они грабили. Из домов этих семей они вывозили награбленное имущество, а мы грузили все это на КАМАЗ. Они убили много людей, среди них был Ипполит Мампория. Когда они убили Ипполита и ушли с места убийства, тогда мы, которые оставались там, выкопали землю возле мандариновых деревьев и похоронили. ისე გერმანელი არ გქცევდი. შამედა როგორც წესდა მახვილი. სროლი ესე გადაბუგესტელის ბაბუშე. გადადმის სახლები. ხოდა მის დავში ცოცხალი გამოშვებდა როგორც მეც. დიდი ვებერთალა კამაზით მანქან დადიოდეს. დავყავდით ოჯახებში და ოჯახი ძარცვადი. გამოხდა ჩვენ გრუზავდით. იმას ბევრი მოკლეს იპოლიტე თოდუა მამფორია და მოკლე წავიდნენ მე და ჩვენ მივედით ის იყო დაშენი იყო დავას ამოთხარ ბანდერნეში მიწა ჩავ. Из тех, кого увезли в Гудауту, никто не вернулся живым, кроме одного человека. Но вы знаете, что случилось потом? На второй или третий день они все же пришли к нему домой и вывели его из дома. Они привезли его на берег моря и заставили выкопать песок, землю. У этого человека были золотые зубы, и они вырвали эти зубы. Они отрезали ему уши, затем убили его и закопали в песке. ბინაზე სახში გაიყვანეს ზღვის პირას გაათხრენეს სილა მიწარი ზღვის პირზე ოქროს კილები გონია დააჭრეს ყურები დააჭრეს მოკლეს და იმაში ჩამარხეს. Как он схватил меня и захотел разорвать это платьице на меня, я уже сразу догадалась. И начала сопротивляться, конечно. У меня были длинные волосы, прямо вот так за волосами схватили и об асфальт начали. Потом этими автоматами по голове били вовсюду. Они говорят, что мы тебя убьем, конечно, мы тебя. Но так сразу ты хочешь, чтобы мы тебя убивали, так сразу не получится, дорогая. Постепенно будешь умирать, постепенно. И повели в Адарабхазскую школу, где были пленники. Концентрационный пункт. И полно людей. Только грузины. Там женщины, мужчины, там дети, маленькие, там беременные, там всякие. Заходят, забирают девушек, забирают маленьких девочек, забирают, чтобы изнасиловать. Насиловали их. Детей возраст 10, 12, 13, 14. Они особенно на детей были почему-то. Одну девочку, вообще 8-летную девочку увели, разные группы заходили, приводили, уводили, приводили, уводили. Вот так она, я не знаю, как она была вообще жива. Конечно, и женщин тоже брали, они не только детей, женщин тоже. И потом уже начали забирать пожилых женщин, пожилых. Но они творили, оказывается, там, я извиняюсь, совсем другое это путем свои дела. Необычным, я извиняюсь. Абхазы знают, какие преступления совершили сепаратисты, и не хотят, чтобы они понесли наказание в соответствии с судебными решениями. Абхазские сепаратисты скрывают, что их так называемая освободительная борьба наполнена жестокими изнасилованиями и беспощадными пытками грузинских женщин и детей. Абхазы устроили грузинам этническую чистку, при проведении которой сепаратисты использовали различные методы. Расстрел невиновных пленных, пытки стариков, женщин и детей, отрезание ушей, ног,
рук и других частей человеческого тела. Изнасилование женщин на глазах у их мужей. Изнасилование несовершеннолетних детей. Отрезание человеческих голов, в том числе с использованием топора. Расстрел больных и стариков в их собственных постелях. Поджог домов и сжигание людей заживо в собственных домах. Это не полный перечень преступлений, которые совершили сепаратисты и от которых бежало мирное, гражданское, грузинское население. Сегодня одна часть абхазских сепаратистов заявляет, что жизни грузин в Абхазской автономной республике ничего не угрожало, и грузины добровольно покинули свои дамма и добровольно стали беженцами. До начала боевых действий абхазы составляли примерно 18%, а грузины примерно 45% населения Абхазской автономной республики. Изучение материалов «Этнические чистки» показывает, что грузины покинули свои даммы принудительно. Жизни грузин угрожала реальная опасность, поскольку сепаратисты, проводя этническую чистку в Абхазии, жестоко пытали, насиловали и расстреливали беззащитное, мирное, гражданское, грузинское население. Следует подчеркнуть то обстоятельство, что сепаратисты проявляли особую жестокость в изнасиловании грузинских женщин и детей. Некавказское и позорное поведение, которым отличились насильники детей, навсегда записано в истории абхазского сепаратизма. Хромает воспитание, нравственность и здравомыслие многих, кто считает, что путь к созданию так называемого независимого абхазского государства вполне оправданно пролегал через изнасилование грузинских детей. Нет, это особенно позорные и преступные страницы абхазского сепаратизма.